Saltadan taş yükledim. Gemim dolmadı. Этому тутовнику более 70 лет. Еще маленькой девочкой Хатидже Кунду лакомилась его плодами. Дерево – свидетель трагических событий. Оно пережило отсутствие хозяев дома и, как они, сохранило жизнь. Спустя много лет Хатидже Хартана удалось вернуться в родительский дом под Алуштой в село Рыбачье. Правда, здание за долгие годы без должного ухода и в чужих руках сильно обветшало. События 18 мая Хатидже Хартана помнит отчетливо. Ей было 10 лет. Девочку с родными погрузили в вагоны для скота и отправили на чужбину. До сих пор в воспоминаниях вкус протухшего рыбного супа, которым кормили в эшелонах. Поэтому сейчас рыбу не ест. В 6 утра постучали в дверь, сказали взять с собой еды на 18 дней. Мамы дома не было в этот день, она была у родственников. Бабушке не разрешили за ней сходить. Бабушка быстро собрала самое необходимое. Мама нас нашла только через неделю в поезде. Хозяева! Когда-то этот дом в Бахчисарае принадлежал предкам Гульнары Ильясовой. До депортации в нем жила семья ее бабушки Джеверсии Джилиловой. Сейчас же здесь проживают совершенно посторонние люди. Здесь вот жила бабушка со своей мамой, папой. А здесь жила семья сестры ее. Несмотря на огульное обвинение в предательстве, Джеверсия Джилилова даже в ссылке вносила свой вклад в победу над фашизмом. На Маргеланском шелкокомбинате шила парашюты. Они там изготавливали парашютную ткань и отправляли на фронт. То есть, несмотря на то, что в принципе, да, вот как бы их выслали, тем не менее крымско-татарский народ оставался верен советскому руководству. На сборы несколько минут, никаких объяснений, за сопротивление расстрел. Так 92-летняя Алиме Османова вспоминает утро 18 мая 1944 года. Они с семьей жили под Судаком в селе Тарахташ, ныне Дачное. Нам не разрешили взять с собой ничего, усадили в грузовик. Я попыталась вернуться в дом. Хотела взять платок на голову, а солдат меня не пустил. Сказал, что не положено, иначе будет стрелять. Когда уже ехали на поезде, на больших остановках варили протухшие консервы. На камнях кипятили воду в чайниках. Пока вода закипала, поезд уже начинал двигаться. Вагоны в основном были забиты женщинами, стариками и детьми. Именно в тот момент, когда десятки тысяч мужчин крымских татар воевали в рядах советской армии. Операция по выселению крымских татар началась 18 мая рано утром. К местам ссылки депортировали в Среднюю Азию, на Урал и в Сибирь. В первые 1,5 года депортации крымские татары потеряли почти половину своего народа. Крымским татарам отводили считанные минуты на сборы, после чего их на грузовиках вывозили к железнодорожным станциям. Именно в таких вагонах-теплушках 75 лет назад крымские татары были выселены с родины. Только со станции Сюрень, где сейчас мы находимся, было депортировано около 100 тысяч человек. Это жители Бахчисарайского, Симферопольского районов, а также Большой Ялты и Севастополя. Практически каждый третий депортирован. Согласно советской версии, выселение было связано с массовым дезертирством 20 тысяч крымских татар в начале Второй мировой войны и якобы тотальным предательством во время нацистской оккупации полуострова. Однако изучение архивных документов и исследований ученых полностью опровергают массовый переход крымских татар в ряды вермахта. В общей сложности где-то 12 тысяч вернулось с фронтов. Это почти половина. Такая статистика по всем репрессированным народам. То есть за время войны, потому что все мобилизованные в 1941 году, они воевали все 4 года. А 1941-1942 год – это самые тяжелые потери. То есть, несмотря на такие жестокие потери от начального периода войны, вот, вернулось все-таки 12 тысяч. И они стояли на спецучете. Несмотря на отмену обвинения в массовом коллаборационизме, крымские татары массово смогли вернуться на родину только в конце 80-х. Историческая справедливость была восстановлена 21 апреля 2014 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации. В память об ужасной трагедии под Бахчисараем строит мемориальный комплекс «Сюрень», посвященный жертвам депортации. А 18 мая официально стал днем памяти жертв депортации. Традиционно 18 мая на территории мемориального комплекса «Сюрень» состоится траурное мероприятие. Митинг, реквием, возложение цветов и театрализованное действие. А во всех культовых сооружениях Крыма проведут коллективные молитвы. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».